Отныне средний показатель продолжительности жизни населения республики – 71 год. Это не только одно из важных достижений прошлого года, но и базовый показатель благополучия граждан, на который указывал президент в послании Федеральному собранию. Общее снижение смертности на 619 человек, в их числе более чем на 400 человек трудоспособного возраста. По младенческой смертности показатели самые низкие по стране. Наш регион на 9-м месте по России и 3-м по северо-западу. Это, конечно, системная работа многолетняя в части снижения младенческой материнской смертности. Это выстраивание трехуровневой системы, которую начали еще более 10 лет назад. И те мероприятия, которые мы предприняли в рамках проектного управления по снижению смертности от заболеваний сердца-сосудов и онкозаболеваний, которые включали в себя как приобретение оборудования, так и подготовку кадров и расширение сети сосудистых центров, в том числе в Усинске и Винте. Удалось обновить материально-техническую базу тяжелым оборудованием. Ангиограф, компьютерный томограф в Инте и УЗИ оборудование для раннего своевременного выявления заболеваний, а также сделать дальнейшие шаги в профилактике, чтобы люди больше занимались сохранением собственного здоровья. Например, в 2017-м заметно снизилась распространенность табакокурения, повышенного артериального давления и содержание холестерина в крови среди тех, кто проходил диспансеризацию. А ведь от образа жизни на 60% зависит продолжительность жизни, а состояние здоровья на все 90%. Поэтому вся служба профилактики в Коми стремится быть ближе к людям. С прошлого года региональный центр на президентский грант начал организацию выездных семейных школ здоровья для отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Они уже есть в 8 городах и районах, и еще 4 откроют в этом году. Они рассказывают о том, как правильно питаться, о том, что надо каждый день съедать 5-6 фруктов, овощей, для того, чтобы организм получал необходимое количество микроэлементов и витаминов. О том, что не надо покупать очень жирные продукты, они неблагоприятно сказываются на сосудах. И затем сосуды, может быть, закупорка и тяжелые осложнения сердечно-сосудистых заболеваний. То есть вот они рассказывают об элементарных способах, как можно, изменив свое поведение или привычки, продлить себе жизнь. Заместитель председателя правительства Наталья Михальченкова отметила, есть к чему стремиться по повышению рождаемости и демографических показателей, а также получение доступной медицинской помощи в учреждениях республики. Совершенствоваться должна и система оплаты труда для врачей, а также среднего и младшего медперсонала. С точки зрения законодательного регулирования необходимо решение принято. Разработаны, введены клинические протоколы, направленные на современные технологии применения как раз медицинским персоналом и врачами всех традиционных болезней, с которыми сталкиваются сегодня наши жители. И потому они требуют, а мы обязаны обеспечить на высочайшем уровне качественную медицинскую помощь. В 2018 году первоочередной задачей ставится снижение смертности от онкозаболеваний, а это ранняя диагностика и своевременное начало лечения. В стране готовится большая онкологическая программа, по которой и в Коми ожидается серьезное обновление материально-технической базы. Уже сейчас увеличены средства на лечение онкозаболеваний, так что республика может себе позволить в полной мере обеспечивать лечение больных как на стационарном, так и на амбулаторном этапе. Константин Куратов, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.